Здравствуйте, в эфире рубрика «Интервью». Я Марина Канадакова. Национальный театр имени Топанова наконец обрел главного режиссера. На этом посту уже 4 месяца работает московский режиссер Тимур Кознов. И сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте, Тимур Тамерланович. Здравствуйте. Первый вопрос. Как вам работается в Абакане? Чудесно. У вас замечательная атмосфера, замечательная природа и замечательный коллектив, который, слава богу, меня сейчас слышит, понимает. И у нас очень взаимная любовь. Пока. Все хорошо. В этом смысле все хорошо. Планы грандиозные, как всегда. Прежде вы никогда не пересекались с Хакасией. Как вы приняли решение приехать сюда на работу? Пересекался. Каким образом? По программе «Культура малым городам» директор театра Чустеев Владимир Владимирович пригласил меня в январе на постановку. Январь-февраль, и мы выпустили Зеллера «Папу» с труппой Хакасского национального драматического театра. Но тогда не было речи о том, чтобы возглавить театр. Там как-то я работал как приглашенный специалист. Но мы подружились. Это же было в этом году? Да, это было вот в начале года. Но мы подружились, друг друга поняли, поймали флюиды друг друга, и мы поняли, что это комфортное сосуществование. И потом поступило предложение возглавить труппу. Немного поразмышляв, я понял, что это интересный вызов, это интересное такое решение для самого себя, чтобы расти. Национальный театр — это очень важно. Это структура, это культура, это история. История, естественно, сейчас она обретает новые смыслы, и это очень важно. Я считаю, что это очень важное направление национальных театров. К сожалению, оно не раскрыто до конца во всем мире, и в частности в России. Но вот за то время, пока вы работаете с национальной труппой, что вы поняли? Вот Хакасский театр, какой он и, может быть, каким он должен стать? Каким он должен стать? Ну, вы знаете, я каких-то... Давайте начнем с того, какой он. Да? Какой он? Как вам актеры, как Хорошо. вам Если я буду предметен цеха. как режиссер, я скажу, он живой. Это самое важное в театре. Он живой. Там люди общаются, там люди душат. Хакасский национальный театр — это семья, душа такая. Понимаете? Все друг друга поддерживают, есть взаимосвязь, есть какие-то внутренние интриги, конечно же, как и в любом театре. Но это сплочает и заставляет всех вместе смотреть друг другу в глаза. И это самое важное, что он живой. Он не просто такой пыльный, старый театр. Ну, сегодня мы вам сыграем Гоголя. Нет. Все в азарте, все в раже. И это заставляет зрителя ходить к нам, а нас заставляет работать для любимого зрителя. Но я думаю, что коллектив, его творческая часть особенно соскучилась, потому что должен быть какой-то лидер. Ну, это я не знаю, это вам надо спрашивать, конечно, у творческой части. Но да, сейчас есть какой-то объем работ, который перешел на меня от директора, ну, большой объем. Но этот объем меня радует, мне нравится сейчас погрузиться во все это. У меня очень хороший коллектив, честное слово. Это не там ради красного словца или сказать, что мы лучшие или нет. Я не могу так сказать, что мы лучшие или еще что-то. Я знаю, что мы люди, мы хорошие люди, которые друг друга слышат. И это очень важно, потому что не с каждым директором ты можешь работать, не с каждым руководителем ты можешь работать. А тут есть семейные узы, вот они иные, нежели чем просто пришел, там, директор тебе сказал то-то. Ты вроде, да, директор сказал то-то. А тут есть еще какая-то преемственность историческая, да, что это вот как какая-то театральная нежность, я ее называю, да, вот она есть в театре, и это очень важно, когда руководители понимают и твои хлопоты, и проблемы, и что и у артистов тоже дачи, и тоже картошка, и все мы обычные люди, и у них все то же самое. И это здорово, что мы вот так как-то соединились, друг друга слышим, понимаем и работаем. И все-таки каким должен стать театр? Или в нем ничего не нужно менять? Театр должен быть актуальным.
театр должен идти в ногу со временем, любой. Если он утрачивает актуальность и ритм, пульс страны, региона, нации, то он становится пыльным, ненужным, он становится пресыщенным. Поэтому мы актуальны. Мы актуально были, судя по истории Хакасского национального драматического театра, ну и будем, потому что у нас большие премьеры, у нас приглашенных много специалистов, которые мы приглашаем из Москвы, там, из Казани, и на постановки, и какие-то на аутсорс. Поэтому, мне кажется, это очень важно, что зритель нас любит, зритель ходит к нам. Мы всегда рады всем. Мы очень гостеприимны. У нас новые формы. Мы открыли когда мы открыли, недавно совсем мы открыли пространство арт-кафе. Это когда зритель, вот как мы с вами, вот так вот сидит и беседует с артистом. Театральные читки, музыкальные вечера, естественно, спектакли. Все в живом общении, в живом доступе, здесь и сейчас. Сезон насыщенный. То есть я правильно вас понимаю, что в работе и в творческом направлении Хакасского театра ничего не нужно менять? То есть вы просто вливаетесь в его курс и плывете дальше? Марина, да, нужно менять, конечно, нужно менять. Новая метла по-новому метет. Я как новый руководитель хочу сделать так, чтобы театр стал более посещаем, более интересен. Есть такая проблема, да. И более интересен. Но с другой стороны, я понимаю, что несмотря на вот этот маленький уютный городок Абакан, здесь 4 театра. 4. Понимаете? И им всем нужно продать билеты, быть актуальными, интересными, взаимодействовать со зрителем. И я понимаю, что этого с лихвой. То есть культурный код у города превышен. Он выше гораздо, чем требуется. Если бы был один театр, у нас бы постоянно был бы полный зал, понимаете? А тут 4 театра, плюс гастроли, плюс люди, которые приезжают к нам на площадку. Естественно, это создает определенные сложности. Чтобы быть на волне, нужны какие-то современные инструменты, назовем их так, чтобы посещаемость театра росла. Ведь театр жив, когда есть зритель, когда артист чувствует вот эту взаимосвязь с залом. Тогда все работает. Ну и театр всегда, а ему уже больше 90 лет, он всегда, знаете, был таким очагом хакасской культуры и хакасского языка. Вот здесь, в этом плане, что можно сделать для того, чтобы он еще более актуальным стал? Ну, вы знаете, сейчас много программ по национальной истории, по национальному языку. Естественно, у нас в первую очередь, чем мы можем быть полезны для региона, тем, что мы несем культурный код, да, исторический культурный код. В данном случае у нас ставится большая премьера народного эпоса «Алтынарх». В октябре мы ждем вас, уважаемые гости, 27 октября на большой сцене «Алтынарх» ставит Юрий Матвеевич Майнагашев, приглашенный художник из Москвы, приглашенный художник по свету. Пьеса написана Татьяной Андреевной Майнагашевой по эпосу, переведена. То есть там сейчас все до деталей. И мы хотим сделать ее интересной для молодежи, потому что понятно, что взрослое поколение, зрелое поколение чтит, уважает, помнит, да, как это было, как, зачем и почему. А молодежи порой гораздо проще залезть в гаджеты и прочитать. И для того, чтобы им было интересно, мы прибегаем к разным интересным ходам, которые, как нам кажется, были бы интересны молодежи, школьникам, студентам, ну и просто обычному зрителю. Мы используем какие-то новые истории для сцены. Посмотрим, как это пройдет. Ждем всех с радостью. Так, ну это одна из премьер нового сезона, да. С чем вообще, с какими планами вы входите в грядущий сезон? Ну, с сентября у нас гоголевская неделя на национальной сцене. У нас есть несколько женитьбы, игроки, как поссорился. Вот по Гоголю у нас 3 спектакля. Мы решили их объединить общей темой. Гоголевская неделя.
Будут розыгрыши, сюрпризы для зрителей различные. Так что присоединяйтесь к нам. Мы, кстати, обновляем сайт с часу на час. Вот буквально должны сиюсекундно у нас должен запуститься новый сайт. Мы надеемся, что вы заглянете к нам, посмотрите, как, что у нас работает. Гоголевская неделя, вернусь к вашему вопросу, начнется с игроков на хакасском языке на национальной сцене. Потом женитьба, как поссорился Иван Никифорович, арт-кафе. И в сентябре у нас премьера Чехова. Мы с Энн Сапиной ставим Чехова на малую форму. Что именно? Рассказы, и мы сделали такой небольшой эксперимент. Мы сделали первый акт ставит она, второй акт ставлю я. Мы выбрали себе артистов сами, и мы независимо друг от друга. То есть два режиссера, взгляд на одного автора. Чехов против Чехова. Такой небольшой баттл для зрителя. Ну, посмотрим, насколько это будет актуально, насколько интересно. Но нам самим очень интересно. Мы все в таком раже. Вся труппа работает. Часть работает с Юрием Матвеевичем над эпосом. Вся остальная труппа работает с нами над вот этими рассказами, живыми такими юморесками, такими зарисовками, над бытом, над жизнью, над нами. Хочется немножко легкости, юмора, света, добра, тепла. Ну вот мы там немножко про это. Пусть у вас все получится, Тимур Тамерланович. Успехов вам. Спасибо большое. Творческих и иных. И будем ходить уже на спектакли Национального театра. Давно пора. Всего доброго. Всего доброго, спасибо.